Одно из самых крупных населенных пунктов Малгобекского района, сельское поселение Верхние Очелуки, расположилось на северо-западе от Назрани. Эта местность, занимающая Сунутский хребет, имела важное стратегическое значение в развитии экономики соседних государств, поскольку была удобна для прохождения торговых караванов Великого Шелкового пути, о чем свидетельствуют древние исторические памятники, сохранившиеся до наших дней. Верхние Очелуки тоже имеют в своем составе определенные объекты. Это городище, средневековое очелукское городище Дидигу, которое тоже фиксируется в реестре памятников, так же, как и другие остальные памятники средних и нижних Очелуков. Дидигу, на само название связывается с фамилией Дидиговых. По другим данным, это имя собственное, Дидик, который жил у подножия этого городища. Отсюда и, собственно, название Дидигу, гора, холм, возвышение Дидига. В общем, и этот объект тоже вызывает чрезвычайно большой интерес с точки зрения археологии, с точки зрения истории, средневековья. Основоположники Очелуки, Очелуки Айлар. Бехни Амба, Черкияш, Ханус. Впервые он сюда вышел с гор, здесь обосновался. Вот там недалеко, здесь вот с этой стороны, левой стороны, как вы приехали по дороге, видно, гора там возле кладбища. Первое поселение на этой горе было. Он называется Бурборц. Бурборц это значит бур, это по-ингушски бур крепость, борц холм. Крепостной холм, так, если перевести. На этой самом крепостном холме дежурили. Туда впервые, когда первые поселенцы здесь, там дежурили. Нельзя было оттуда спускаться, потому что здесь камыши, тут разные дикие звери, тут было вообще дикое место. Но сопровождение вооруженного человека, конвой, всадник, сопровождал женщин, детей, если там за водой куда-то на родник надо было ходить. Иначе нельзя было. Вот так они трудно жили здесь. Но со временем, потом народ уже там начал прибываться, людей стало больше, обосновались здесь впервые Бековы, Чапановы, Чемхильговы. Время несется неумолимо. Что-то теряет актуальность на сегодня и становится частью истории. Неизменной остается лишь духовная близость людей. Были большие ученые, богословы здесь, в этом селе. Был здесь Чапанов, Исаак Молла здесь был, тоже святой человек. Потом Чемхильгов, Абдурахман Мулла здесь был, тоже известный по всей Ингушетии Мулла. Были этих Таршхоевых был Мулла, Идрис Мулла был. Ну, много здесь было этих ученых людей. Старейшины, являющиеся свидетелями многих исторических значимых моментов, в один голос говорят о людях, заложивших нравственную основу ингушского общества, будь то общественные или религиозные деятели. С особым трепетом здесь вспоминают известного богослова прошлого столетия Исхака Муллу Чапанова. Гавай тужа башкон хер, туна устал ваш, суяхрикеш, тунга ладуш, эште дик молаш бар, уюрте салм хай сетяж молаш, уюрте ушнян, жебраляж молаш, бухнян жемаляж молаш, вален яканне. Cemal Yahya Molovas Sar Havaşa gitti. Oldukça akılarak Haberden haviki Tuğunya bak mıh yetirir. Sen doğru varışsak varsın. Hadi mu paratu mu çer? Doğrusu eski hal doluş. Doluş, ezdiyel doluş.
Kulkus balışı. Şaşk. Sarıakır hadi elbaz kuyurtullah. Molla любом положении. Бакинах. Sarıakır diye durdu baş. Первый лингвист ингушского языка именно жил в этом селе. Это Беков Эдуард Ахтембот. Мы очень гордимся этим именем, и есть предложение, чтобы в доме, где он жил, организовать музей. Наряду с именами общественных деятелей на слуху имена и героев Великой Отечественной войны. По словам Абукара Чапанова, директора 17-й школы, их работа строится на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Очень много участников, односельчан Великой Отечественной войны. Нет ни одной фамилии, наверное, в Ачулыках, в которых не принимали участие в Великой Отечественной войне. Молодые и сегодня радуют своими достижениями в различных областях, говорит он, тем самым подтверждая верность как республике, так и стране. Выпускники, даже учащиеся моей школы, которые принимают активное участие даже в международных турнирах, имеющие, значит, заслуги. Это Беков у нас участие принимал в международном турнире, даже в Японию он неоднократно выезжал. Есть ребята других фамилий. Верхние Ачулыки значительно изменились. Почти в 2 раза увеличилась и численность населения. В целях улучшения качества жизни сельчан планируется строительство социально значимых объектов. Также до конца года намечено частичное обновление газопроводных и водопроводных сетей. Большинством занимается сельским хозяйством. В будущем планируется у нас ламповый завод, ФОК, садики построят. У нас уже заложена школа на 540 мест. Сейчас планируется еще на 740 мест. Еще планируется в Верхних Ачулыках. В центре сельского поселения расположена мечеть, основанная в 1993 году. В связи с увеличением численности населения остро стал вопрос его расширения, поскольку мест для прихожан недостаточно. صداق مازیک سمازیک دتخت مازیک چهوج استوکر پیارس کردینا اوجنی هتق مازیک دیواش دیت لجوت مازیک دید انتون تورن زوجنا هم بیان خص وقت شماردوش سرش مازیک دید دوهن دو یا دیت سب مالدت خص یریوست هایلش خونی خز واش توام بولش خز بیز میدوش دیگ داخت خص اویوست ماستی پر ورد زوجنا هم باقی بیناز اویوستش استخيرت تقيلت شحاق إلى أكتوبر ويا حاجة مرديا ويا أودي مرديا ويا ساميقي خنداستو تحن ماجي أوش تحن ماجي لامز ديش تخيل دير ده هم ديش خص حدوته جابرت بردوه كنت ويرت. Река Ачулыки соединяет верхние, средние и нижние Ачулыки. С давних времен она известна чистыми глубокими водами. Однако сегодня этот небольшой ручеек сложно назвать полноводной рекой, поскольку русло реки почти пересохло. Добросовестные жители обеспокоены не столько маловодьем, сколько санитарным состоянием прибрежных зон. Речка Ачулки деханс велат участок. Ажер его свобех дуэр, что их бада что ал лорсон, еще шба участки цени ал. Ханс вен бангу баргузм ди картин. Цан дэж дуэр у субботник из дуа, у их ба нах арбах, междики хайки бежишь, юбла мотки цени я, бог бог, улёбеш. Ханс вен баргуз до картин. Цана я, цаца мотки цени я и баргуз. Ер у их улица малба нах, ер цени шеба участки. حلمت مدي قم بي خزمت مير ثاني أغلوس وخني خمال بعنا. Как и во всех населенных пунктах республики, в Верхних Ачулыках набирает обороты малое предпринимательство. В частности, открываются новые торговые точки, многие заняты животноводством. По словам местных жителей, ведение своего хозяйства для них – это хорошее подспорье в обеспечении семьи экологически чистыми продуктами. Иец десяга, елтам десяга, да ардос историлось, иец елт мугултон. Важи тирдос, дин монтла, цитал вахтос, стухтал завук. Сельское поселение Верхние Ачулыки, некогда встречавшее караваны и ставшее частью Великого Шелкового пути,
Достойно прошедшие сквозь тернии судьбы, наряду с другими поселениями, хранящие в себе богатые, еще неизведанные страницы прошлого, медленно, но уверенно идет на пути к развитию. Нет для меня роднее места, неописуемее красоты. Есть на земле такая местность с прекрасным названием Очелуки. Живу я здесь с раннего детства, живу, учусь, пишу стихи, но нет для меня роднее места, чем маленькое село Очелуки.